Большая четверка дает тебе такую возможность уехать и попробовать себя в других странах. В детстве я мечтала стать певицей. Лондон — это город огромных возможностей. Ты должен быть серьезный, ты должен быть напряженный. Половину из того, что они говорили, не могла понять. У меня здесь практически не было друзей. Я ни о чем не жалею. Вообще. Никогда. Я работала в большой четверке в Казахстане. Я занималась там комплайенсом и внутренним контролем, риск-менеджментом, что, в принципе, если ты хороший специалист, если ты знаешь, что ты делаешь, если ты хорошо работаешь, то большая четверка дает тебе такую возможность уехать и попробовать себя в других странах и найти работу в другой большой четверке, потому что, в принципе, опять же, если ты профессионал, то ты везде пригодишься и везде сможешь найти работу. Большая четверка — это 4 компании, которые предоставляют бухгалтерские и консалтинговые услуги для клиентов. Я переехала в Лондон 3 года назад, устроилась здесь на работу в одной из компаний большой четверки и занимаюсь здесь комплайенсом. Моя работа заключается в аудите и консалтинге, в частности в сфере комплайенса, регуляторного для компаний, которые занимаются инвестиционным менеджментом. Лондон — это город огромных возможностей. Здесь можно заниматься абсолютно всем, чем угодно. Это центр финансового управления, это центр, в котором ты можешь встретить невероятное количество людей разных рас, разных национальностей, разных убеждений. И в этом, наверное, и заключается красота Лондона. Сам по себе переезд, конечно, был нелегкий. И когда я только переехала в Лондон, у меня здесь практически не было друзей, знакомых, семьи. Все осталось в Казахстане. Абсолютно не было никакого опыта в финансовых сервисах, непосредственно в этой индустрии, в которой я начинала работать. Но на самом деле весь переезд прошел для меня намного легче, чем я этого ожидала, потому что мне очень повезло встретить очень добрых, очень отзывчивых людей, которые мне во всем помогали и с пониманием относились ко всем проблемам. Я помню один из моих первых клиентских звонков, когда я только переехала в Лондон, где у нас был конференц-колл большой с клиентом, который находится в Глазго. Люди в Глазго вообще считается, что они имеют один из самых сильных акцентов. И когда мы сидели на этом конференц-звонке, я просто половину из того, что они говорили, не могла понять. Но я была очень благодарна людям, с которыми мне посчастливилось тогда работать. Я им в открытую честно сказала, что из-за акцента я практически ничего не поняла из звонка. Все посмеялись, и кто-то ко мне подошел и объяснил, что обсуждалось и что мы решили сделать. После этого уже таких случаев было все меньше и меньше. Сейчас мне уже легко разговаривать с людьми с акцентом шотландским, и с ирландским, и с каким угодно, но тогда было много таких интересных казусов. Так как я работаю в финансовой сфере, здесь мне посчастливилось работать с самыми крупными компаниями, инвестиционными банками, ассет-менеджерами, которые управляют огромным количеством денег. Можно, наверное, соотнести с ВВП всей нашей страны. И ты видишь людей, профессионалов своего дела. Ты работаешь с очень интересными, опять же, людьми. Ты видишь то, что как бы считается на передовой точке во всем финансовом секторе. Больше всего меня удивили люди. Я, наверное, как и многие, ожидала, что англичане — это очень холодные люди, которые будут с тобой вести только самые поверхностные разговоры и никогда не уходят никуда в какие-то более глубокие отношения.
И это было для меня огромным открытием, когда я начала работать в своей новой команде здесь и встретила просто самых добрых и самых открытых людей, которые очень сильно меня поддержали вообще в начинании новой работы. Каждый день писали мне сообщения, спрашивали, как я поживаю. У нас даже есть такой рабочий чат, который называется Best Team Ever, самая лучшая команда. И на самом деле они оказались самой лучшей командой для меня, потому что было столько разных случаев, когда люди просто так ни за что приходили и помогали, и поддерживали в такие достаточно сложные моменты. По сути, я девушка из маленького города в Казахстане. Я не училась никогда за границей. У меня, в принципе, даже мое образование, не совсем подходит под ту сферу, в которой я сейчас работаю, но трудолюбие, интерес, он мне помог строить карьеру там, где я сейчас нахожусь. И никогда в Лондоне у меня не было какого-то ощущение, что я где-то имею меньше возможностей, чем кто-то еще, или нахожусь где-то ниже, либо в каком-то социальном статусе, или в любом статусе. И вот я считаю, что это очень важно. И в Казахстане, к сожалению, иногда все-таки у нас есть проявление, что вот ты женщина, если ты женщина, то ты должна там что-то, или если ты молодая девушка, то ты не можешь находиться на какой-то управляющей позиции, хотя, в принципе, во всем мире уже это все уходит. И вот мне хотелось бы, я знаю, что в Казахстане мы тоже двигаемся в этом направлении, но хотелось бы, чтобы это происходило больше и быстрее. И люди мне постоянно говорят, какая я воздушная, легкая. Это было для меня новостью, потому что в Казахстане, в нашей бизнес-атмосфере, в нашей рабочей атмосфере ты должен быть серьезный, ты должен быть напряженный, ты всегда должен думать о чем-то большом и серьезном, что и как бы создает достаточно стрессовые ситуации, но делает жизнь сложнее, чем она на самом деле должна быть. Нужно быть, оказывается, можно быть добрее, можно быть легче, можно с улыбкой приходить на все встречи, даже если ты, как оказалось, выступаешь перед огромным советом директоров. Можно начать эту встречу с улыбки, с хорошего настроения и делать такие бизнес-встречи каким-то позитивным опытом, где мы вместе работаем над чем-то, мы все работаем над одним проектом. И нету на самом деле никакой причины делать этот опыт каким-то нервозным или стрессовым. Никому от этого лучше не становится. А в Казахстане почему-то очень часто люди любят немножечко создавать стресс там, где он не обязательно должен быть. В детстве я мечтала стать певицей, мне очень нравилось петь, мне очень нравилось выступать. Певицей я не стала, потому что, кроме того, чтобы петь, я еще очень сильно любила учиться. И эта любовь к учебе, любовь к новым знаниям привела меня в Лондон, где на самом деле при переезде я переезжала в абсолютно новый для меня мир, в абсолютно новую индустрию, занималась тем, чем я раньше не занималась в Казахстане. И это все было таким большим челленджем. Я ни о чем не жалею вообще, никогда. Мне кажется, что я очень счастлива находиться там, где я сейчас нахожусь, очень счастлива жить там, где я сейчас живу. И все, что произошло до этого, оно меня, собственно, сюда и привело. Поэтому я ни о чем не жалею. Счастье для меня – это находиться в мире с самим собой и иметь возможность проявлять себя и проявлять свои таланты во всем, что ты делаешь. Принимать мир таким, какой он есть, и использовать
все, что происходит с тобой, как возможность чего-то нового. Как говорится, когда жизнь дает тебе лимоны, делай лимонад. Но, наверное, вот недавно я на самом деле поняла, что это значит, когда ты считаешь, что то, что происходит с тобой, это как-то неправильно, и это не очень хорошо, всегда это приводит к лучшему. И вот это понимание, внутренний мир, это и есть счастье для меня. Я горжусь своими друзьями и горжусь отношениями, которые мне удалось строить с людьми. Вообще считаю, что самое большое богатство – это наша семья и наши друзья, да, которые нас окружают. Без людей, которых я встречала в своей жизни, было бы, наверное, намного сложнее жить. Тому, кто хочет попасть в большую четверку, я бы дала 3 главных совета. Первый совет – это, естественно, работать над своим английским языком, потому что правильно артикулировать свои мысли на английском – это одно из главных требований в работе в большой четверке. Второе – это, естественно, показать свои академические заслуги и показать, что во время университета ты учился и ты знаешь какие-то базы, получил базовое образование из университета. И третий совет – это, наверное, такой личный совет от меня. Не останавливаться во время университета на каких-то академических заслугах, а постоянно заниматься расширением своего кругозора, найти то, чем вам нравится заниматься. Для меня это было постоянно заниматься какими-то волонтерскими мероприятиями, организовывать студенческие мероприятия, участвовать в клубе. Я преподавала программирование во время университета. Я работала над какими-то IT-проектами, над стартапами и, в принципе, попробовала очень много разных направлений еще до окончания университета, и это как-то мне помогло понять, куда я хочу двигаться дальше. В конце хотелось бы сказать огромное спасибо моим родителям, моим учителям, моим коллегам, которые помогли мне и поддерживали меня во время этого пути и привели меня туда, где я есть, сделали меня таким человеком, какой я есть сейчас. Я, конечно, очень сильно верю в Казахстан, и я считаю, что перед нашей страной сейчас просто огромные возможности, и хотелось бы посоветовать женщинам в Казахстане не бояться и работать, заниматься своим любимым делом, с удовольствием работать и самореализовываться. Әке шешеме үлкен рахмет айтқым келеді. Бәріңізге сәлем. Сау болыңыз.